Ну а теперь расскажем обо всем по порядку. Реальный срок за лайк в социальных сетях. Тюремное наказание грозит нескольким казахстанцам из разных регионов страны за сохранение аудиозаписи с выдержками из Корана. Теперь их обвиняют в пропаганде терроризма. Адвокаты родные рассказали Шолпану Разбековой, почему они считают действия силовиков незаконными. Участковый. В квартиру Дадаша Маженова спецназ ворвался ранним утром. Следователи зачитали его права и приступили к обыску. Силовики нагрянули из-за лайка в социальной сети религиозного ролика. По крайней мере, так утверждают родные Дадаша и его адвокат. Это обосновывается на том, что, я не знаю, был когда-то в 2016 году аккаунт. В общем доступе по закону был, этот хадис существовал там в общем доступе. Они его взяли, теперь они его предъявляют как нарушение закона, потому что в 2017 году вышел закон. Но и этот сам аккаунт удален в 2017 году. Обыски были проведены и на рабочем месте Маженова. Он владелец бутика мужской одежды в одном из торговых домов в Павлодаре. Однако здесь, как и в квартире подозреваемого в терроризме, сотрудники Комитета национальной безопасности ничего не нашли. Это ихнее право. Они хотят намаз читать, пускай они читают. И они никому вреда не... В доме что у них не нашли? Ни оружия, ни наркотиков, никого они не убили. А почему они так хватают? Рассказать о своей беде в Алматы приехала мать и другого задержанного, Тимура Давлетова. По ее словам, сына арестовали за сохранение религиозного ролика на своем аккаунте ВКонтакте против терроризма. Что он в соцсетях, ВКонтакте, у себя на страничке прослушал и сохранил 2 аудиозаписи, которые сами, наверное, о себе говорят. Первая запись. Название ее говорит о том заблуждении террористической организации. Адвокаты Маженова и Давлетова считают действия сотрудников комитета необоснованными, а попали в подзащитные в поле зрения из-за внешнего вида. Тем более лайки в соцсетях, за которые пытаются привлечь Маженова и Давлетова, были поставлены на страницах, которые сейчас не существуют. Некоторые из наших подзащитных, они удалили свои аккаунты в соцсетях, в том же ВКонтакте, они их удалили, и даже по прошествии уже длительного периода времени, после удаления своего аккаунта, почему-то в отношении них заводятся уголовные дела, производится так называемое предварительное следствие. И вот таких уголовных дел по этим статьям в Казахстане на данный момент их уже счет пошел на сотни. По этим делам была проведена экспертиза. 2 эксперта из 3 отметили, что в данных материалах отсутствуют признаки публичных призывов к совершению акта терроризма. Следователь Комитета национальной безопасности от комментариев отказался, отметив, что не уполномочен раскрывать подробности следствия. Я не уполномочен сказать. Между тем, все задержанные в ожидании судебного разбирательства, где представителям Фемиды предстоит доказать или опровергнуть, действительно ли лайки в социальных сетях были безобидными.